Главные события уходящего понедельника, 15 сентября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Выбор сделан. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты единого дня голосования, в России не зафиксировано. Расскажем подробности. Стало известно, когда в России появятся киборги. Глава Российской академии наук предположил, что это связано с развитием связи 5G. Якутск принимает первые всероссийские соревнования «Путь воина». В финальной части турнира сойдутся 4 команды. Безопасность детей превыше всего. С наступлением осени ГИБДД начала проводить усиленные рейды на дорогах республики. Ну а в Москве прошло посвящение в первокурсники студентов из Якутии, которые поступили в этом году в столичные вузы. Традиционно организатором выступило молодежное движение «Айтал». Въехать в Китай в рамках безвизового режима гражданам России можно будет и по 5-летнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему биометрическому. Официальный представитель МИД КНР Го Дзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с сегодняшнего дня вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Этот режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Ну а прямо сейчас мы приветствуем обозревателя телеканала CGTN русской медиакорпорации Китая Хан Сюлиня. Коллега, здравствуйте. На ваш взгляд, какое значение имеет реализация данной политики? Да, коллега, здравствуйте. Это действительно важный шаг для упрощения передвижения людей между Китаем и Россией. Безвизный режим для россиян действует от 15 сентября нынешнего года до 14 сентября следующего. От оформления виз освобождены владельцы обычных российских загранпаспортов, которые приезжают в Китай на срок до 30 суток в деловой и туристической целях, для посещения родственников и друзей, а также в рамках обмена визитом и для транзитного проезда. Президент России Владимир Путин 4 сентября поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за такое решение. По словам российского лидера, Москва ответит на этот шаг зеркально. Безусловно, эта мера подстегнет и так стремительно растущий турпоток. Согласно статистике, в прошлом году Китай принял более 1,5 миллиона туристов из России. Это на 115% больше, чем за 2023. Как рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламици, по итогам этого года на фоне введения безвизового режима этот показатель может превысить 2 миллиона. Я сам часто общаюсь с друзьями из России, и многие из них с энтузиазмом восприняли новости о безвизе. Теперь им придется тратить на формальности ни деньги, ни время. Можно просто собрать чемодан, купить билет на самолет и прилететь. Направления для путешествий в Китае более чем достаточно. Судя по статистике, в первую десятку по популярности в России входит Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу, Харбин, Шэньчжэнь, Сиань, Чжанцзяжи, Чэнду и Ханчжоу. Также популярны населенные пункты неподалеку от границы, в том числе Хунчжун в провинции Цзилин, где в межсезонье русских туристов бывает больше, чем китайских, и Хэйхэ, через реку от Благовещенска, где повсюду можно увидеть вывески на русском языке, и местные с удовольствием общаются с туристом на русском. Китайские эксперты призывают туроператоров и административные власти различных регионов воспользоваться шансами, которые можно принести увеличение туропотока и совершенствовать инфраструктуру, создавать турпродукты, ориентированные на конкретную аудиторию. Так, профессор Института международных стратегических исследований партийной школы при ЦК КПК Цо Фэнжун отмечает, что российские туристы при планировании поездки уделяют большое внимание климатическим особенностям местности. Им призывают делать убор на пляжный отдых на юго и юго-востоке страны в зимний период и на маршруту по северу Китая летом. Безвизовый режим – это увеличение не только туристических, но и гуманитарных и деловых поездок, а следовательно более тесной связи между странами во всех сферах. Согласно данным опроса Фонда общественного мнения, более 70% респондентов считают Китай дружественным России государством. В контексте растущей волны глобального торгового протекционизма Китай усиливает открытости, а поэтому свидетельствует пилотная политика по введению безвизового режима. Мы ожидаем более показательных результатов сотрудничества между Китаем и Россией, более тесного взаимодействия между народами двух стран. И, конечно же, приглашаем российских друзей чаще приезжать в Китай. Коллега?
Коллега, спасибо, или лучше будет в нынешних реалиях, наверное, сказать «сэ-сэ». Ну а мы продолжаем, возвращаемся к российской повестке. Явка в единый день голосования этого года, в рамках которого граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 Заксобрания, а также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня, составила 47%. Показатель увеличился на 8% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщила председатель Центра избиркома страны Элла Памфилова. По ее словам, в выборах приняли участие 26 миллионов избирателей. Памфилова подчеркнула, что для такого уровня кампании это довольно высокая явка. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло. Я хочу напомнить вам, что избирательная кампания на основных, дополнительных, повторных выборах различного уровня проводилась в 81 субъекте Российской Федерации из 89. В единый день голосования на территории Якутии провели 218 избирательных кампаний. Выборы проходили на территории 32 районов. Все выборы состоялись. Всего среди 99 избранных глав 74 выдвинуты партии «Единая Россия», 1 партии ЛДПР, 2 партии «Новые люди» и 22 самовыдвиженца. Избраны новые составы представительных органов 98 поселений, состоялись 8 дополнительных выборов депутатов поселения. В избирательной кампании участвовали 7 политических партий. В период голосования во время подсчета голосов в избирательных участках присутствовали 1280 наблюдателей. Выборы в республике состоялись открыто и легитимно. Нарушение избирательного законодательства в день голосования не зафиксировано. Традиционно в наших сельских районах, где прошли выборы глав районов, у нас впереди оказался Оленёкский национальный район. 65% избирателей, внесенных в список, приняли. Очень конкурентная борьба шла. В Салданском районе 63% явка избирателей мы отметили. Ну и показатель чуть выше 52% в Хангаласском районе. Для муниципальных выборов это тоже показатель достаточно серьезный, мы считаем. К другим темам, предоставление мер поддержки детям участников СВО остается одним из приоритетных направлений. В этом учебном году 515 детей военнослужащих пошли в первые классы. Горячим питанием в школах обеспечили 2506 детей, а более 3000 родителей освобождены от платы за различные образовательные услуги. Поддержка оказывается студентам, например, обучающимся из семей участников СВО, назначают специальные стипендии, а также с ними приоритетно заключают договоры на целевое обучение. Якутск тем временем принимает первые всероссийские соревнования «Путь воина». В финальной части турнира сойдутся 4 команды из Якутии, Волгоградской, Тюменской областей, а также Хабаровского края. Какие испытания ждут участников, расскажет Вероника Таюрская. Военно-тактические соревнования «Путь воина» проводятся по инициативе полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Отборочный этап прошел в Волгоградской области в конце августа. По итогам испытаний якутская команда заняла 1-е место. В финале у них будет другая совершенно боевая задача. Они должны будут найти и уничтожить ДРГ противника на площади 25 квадратных километров. Следует отметить, что соревнования проводятся для тех, кто имеет уже определенный уровень в сфере начальной военной подготовки. Это наши курсанты Центра воин, которые прошли обучение по нашим образовательным программам и уже имеют базовые навыки, качественные навыки в области начальной военной подготовки. На всем протяжении соревнований честь своих субъектов будут защищать 48 юношей и девушек в возрасте с 14 до 17 лет. Оценивать навыки юных патриотов будут 36 сотрудников центрального аппарата Центра воин и 13 филиалов, среди которых и центры, где проходили подготовку участники соревнований. Республика была выбрана субъектом территории, на которой произойдет финал. Финал игр военно-тактической игры «Путь воина», который, наверное, я думаю, сегодня положит на начало, во-первых, первой игре на территории Российской Федерации и, соответственно, начина будет дальше расширяться. Это одна из, можно сказать, интересных, уникальных игр, потому что ее программа, она имеет как соревновательную историю в физической подготовке, но и также в военной подготовке, поэтому такая вот достаточно интересная игра. Соревнования стартуют 16 сентября и пройдут на огороженной местности.
Перед участниками стоит задача по уничтожению противника, имея в арсенале крупномасштабную карту, компас, GPS-навигатор, БПЛА, автомат лазертаг, снайперскую винтовку с прицелом. Все действия максимально приближены к реальным, что делает соревнования зрелищными. Общий замысел игры: в 8 утра группа прибывает, получает имущество и выдвигается в исходное положение в противоположные стороны, где получает боевые распоряжения на ведение разведывательно-поисковых действий. В течение светового дня группы организуют разведку, поиск, и победителем считается та команда, которая первая уничтожила всех участников противоборствующей стороны. 16 сентября пройдет первая битва между первыми двумя командами. На следующий же день в схватку вступят оставшиеся отряды. Две сильнейшие команды сразятся в финальной битве 19 сентября. А уже в субботу, 20 сентября, будут оглашены имена победителей и призеров первых всероссийских соревнований «Путь воина». Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. С 1 октября начнется использование электронной валюты для исполнения отдельных расходных обязательств федерального бюджета. Правительство и Центробанк совместно определят, какие именно расходы будут переведены на новую форму оплаты. С 1 января следующего года федеральный бюджет получит возможность осуществлять все финансовые операции с применением цифрового рубля. Позднее, с 1 июля 2027 года, переход будет осуществлен и для бюджетов муниципалитетов. Крупные банки и торговые сети получат доступ к новой системе к сентябрю следующего года, остальные компании к сентябрю 2028. Киборги начнут появляться уже в конце 2030-х годов. Таким мнением поделился в интервью с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Человек сможет вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее, отметил академик. Ну а робототехника станет более человекоподобной, эмпатичной, и им будет очень сложно отличать человека от киборга, добавил Красников. По его словам, для этого необходимо в том числе создание сетей 5G и 6G и далее. Эта цитата позволит создать суперкомпьютерные центры, которые необходимы для обучения автономных роботов, пояснил глава РАН. Для чего, опять-таки, чтобы и социальный баланс. Уникальный трансдермальный пластырь разрабатывается в Якутске студентам из ВФУ. В настоящее время ведутся эмпирические исследования. Отмечу, что проект студента вошел в число лауреатов конкурса «Студенческий стартап». Согласно его условиям, победители получат 1 000 000 рублей на реализацию и развитие своего проекта. Подробнее в сюжете далее. Александр Монастырев, студент Института естественных наук СВФУ, разрабатывает трансдермальный пластырь. Он будет представлен в виде лент для тейпирования. Его уникальность заключается в том, что он безинвазивный, то есть он не будет наносить коже микротравм, в нем не будет микроигл и прочего. Разрабатываем трансдермальный терапевтический пластырь. Трансдермальный означает то, что он обладает, получается, глубоким проникновением в глубокие слои кожи, получается, с длительным высвобождением активного компонента. Он будет работать, получается, очень долго, и, получается, при возникновении каких-то неприятных дискомфортных ощущений его можно будет снять, потому что это пластырь. Эмпирические испытания уже начались. Александр активно работает над усовершенствованием формулы и технологии. Испытывает соотношение составляющих матрицы пластыря, чтобы он не вызывал дискомфорта и не отклеивался от кожи. Первое направление – это противовоспалительный пластырь, да, для глубокой доставки противовоспалительных средств. Но так как таких технологий много, у нас есть второе направление – это anti-agent. Как я отметил, да, для глубокой доставки факторов роста фибробластов. Это пластыри с омолаживающим эффектом. То есть они будут восстанавливать структуру кожи. Кроме того, проект получил поддержку в размере 1 000 000 рублей. Средства будут направлены на покупку специализированного оборудования. Уникальный трансдермальный пластырь может появиться уже в следующем году. Даяна Федорова, Джулстайн Накиндев, Якутск. В этом году программа «Молодая семья» по указу президента России Владимира Путина была продлена до 2030 года. В текущем году свои жилищные условия смогут улучшить 280 семей республики. Из них 184 уже воспользовались господдержкой. Подробнее о программе, условиях для участия и предоставляемых льготах расскажет Анастасия Пуляева. Тема
Развитие семейных ценностей является одной из важнейших для нашего государства, которое оказывает всесторонние меры поддержки людям, решившим создать свою семью. Одной из таких мер является программа «Молодая семья». Как инициатива, данный проект появился еще в начале 2000-х, но федеральный запуск состоялся гораздо позже. В этом году программа была продлена до 2030-го, и сейчас на ее финансирование дополнительно выделено 15 миллиардов рублей. «Молодая семья» позволяет определенной группе граждан, соответствующих условиям государственной программы, претендовать на получение социальной поддержки в виде выплат. Выделенные деньги могут быть направлены на покупку жилой недвижимости или на постройку частного дома. Субсидия предоставляется в форме именного свидетельства и компенсирует часть оценочной стоимости жилья. Не менее 30% для семей, не имеющих детей, и от 35% для семей с детьми. У программы есть определенное правило. Свидетельство имеет срок 7 месяцев и может быть использовано только один раз. Также важно знать, что квартира или дом не могут быть куплены у родных, а также вне региона, где оно оформлялось. Претендовать на субсидии в рамках программы могут семьи, соответствующие следующим критериям. Это супружеские пары, оба граждане РФ, не достигшие 35 лет, независимо от количества или наличия детей, а также родители-одиночки, воспитывающие одного ребенка и более. Семьи, которые по установленным правилам признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий, платежеспособные супруги, которые смогут оплатить часть стоимости недвижимости, не покрываемую социальной выплатой, или, при необходимости, получить одобрение на кредит. Сумма выплаты определяется на основе общей площади жилья, числа членов семьи и установленной стоимости квадратного метра в муниципалитете, где семья зарегистрирована как участник программы. Субсидию можно потратить на приобретение жилого помещения, оплату услуг строительной компании по возведению жилого дома, внесение финального платежа по первому взносу в жилищный, жилищно-строительный или жилищно-накопительный кооператив, что даст возможность молодой семье оформить недвижимость в собственность, занесение первоначального взноса по ипотечному кредиту на покупку или строительство жилья, а также на погашение действующих кредитов, взятых с той же целью, оплату договора с организацией, которая приобретает жилье для молодой семьи на первичном рынке. Сюда включается как стоимость самого жилья, так и услуги организации. Процесс получения субсидий начинается с включения молодой семьи в программу местной администрации. После проверки всех необходимых документов супругов несут в очередь, ожидающих получения социальной выплаты по ведомственно-целевой программе в определенном году. В Якутске завершается строительство детского сада на месте снесенных домов 17-го квартала. Строительная готовность объекта более 80%. Трехэтажный детсад рассчитан на 240 мест, всего 12 групп. Образовательное заведение отличается комфортной прогулочной зоной. У каждой группы отдельная игровая площадка. Удобно организована доставка еды из пищевого цеха. На этажах встроен грузовой лифт. Возведение специального социального объекта завершат до конца этого года. Сейчас все силы пытаемся пустить на чистовую отделку, то есть монтаж дверей, монтаж ГКЛВ коробов, разводка труб водоснабжения, так, по инженерной коммуникации тоже, устройство слаботочки, пожарки, охранки по сигнализации. В детсаде будет музыкальный зал, спортивный зал, своя столовая, свой буфет. Безопасность детей превыше всего. С наступлением осени ГИБДД начала проводить усиленные рейды на дорогах столицы. В особенности сотрудникам службы проверяются водители с детьми до 7 лет, перевозка которых в автомобиле разрешена строго с использованием автокресла. Подробности у Тимура Колмогорова. С середины лета этого года ПДД был дополнен термином «детская удерживающая система». Он четко обозначает значение устройства детского кресла и полностью исключает заменители кресел, которыми часто пользовались водители ввиду его дешевизны. Теперь официально запрещено использовать любые фиксаторы, накладки, треугольники, лямки и заменители кресел. Если раньше таковые продавались как допущенные, то теперь за них штраф такой же, как за отсутствие автокресла. Теперь разрешено только одно – это детское удерживающее устройство. По возрасту автолюльки, автокресла и бустеры сертифицированные и соответствующие росту и весу ребенка. В связи с этим и не только рейды сотрудников ГАИ участились. Они проводятся с раннего утра неподалеку от детских садов, а также на оживленных дорогах. За последние выходные на территории республики было зафиксировано 30 случаев нарушения правил перевозки детей. Ребенок без детского удерживающего устройства, допустим, просто сидит на сиденье, пристегнутый, то ремень он все равно не удержит ребенка во время ДТП.
ребенок может просто получить серьезные повреждения какие-нибудь. И в плане этого все строго сейчас. За время рейда на пути в сторону Чучур-Мурана сотрудниками ГАИ значительных правонарушений выявлено не было. Все родители имели тот или иной вид автокресла. У меня, получается, ребенок сейчас 6-летний, и у нас уже второе автокресло. Сначала же маленькое, а потом ребенок сейчас уже большой, поэтому уже уклон на, немножко на больший возраст. Там и ребенок и спит, и сидит, и удобно ему, комфортно. Вначале же ребенок вот так же сидит, вместе с автокреслом, а сейчас он уже вырос, потому немножко и кресло с ним вместе тоже растет. Для нарушителей ПДД, у которых дети не пристегнуты на специальном автокресле, предусмотрен административный штраф. 3000 рублей для родителей и родственников, 25 тысяч для должностных и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Во Владивостоке стартовал яркий культурный праздник – фестиваль «Калейдоскоп Индии». Его проведение стало возможным благодаря инициативе Генерального консульства Индии при поддержке правительства Приморья, муниципальных администраций и ведущих концертных площадок региона. Программа фестиваля охватывает сразу несколько городов – Артем, Арсеньев, Уссурийск и Владивосток, превращая их в площадки для знакомства с многогранным и самобытным индийским искусством. Особое внимание привлекают выступления танцевального ансамбля «Хату Сапера» из штата Раджастан. Под руководством Расиги Деви Прасад артисты знакомят зрителей с богатейшей традицией индийского танца. Фестиваль – это не просто концертная программа, а настоящий мост дружбы и культурного обмена между Индией и Приморьем. Группа приехала из Раджастана. Они исполняют различные народные песни и танцы штата. И, конечно, танец Раджастана, который был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Конечно же, как и почетный премьер-министр Шри Нидра Моди сказал, что музыка и танец – это языки, которые пересекают границы и имеют большую ценность. Ну а в другом конце нашей страны, в Москве, прошло посвящение в первокурсники студентов из Якутии, которые поступили в этом году в столичные вузы. Традиционно организатором выступило молодежное движение «Айтал». Подробности у наших московских коллег. Сентябрьский пикник в парке Коломенское уже стал традицией для первокурсников из Якутии. Каждый год молодежное объединение студентов «Айтал» проводит здесь символический день посвящения в студенты. Во время встречи вчерашним школьникам рассказывают о Москве, особенностях города, учебы, жизни в общежитии. Но главная задача – это знакомство. У нас расписание начинается с, конечно же, Алгыса, Асохая, тимбилдинговых небольших игр. Ребята знакомятся, узнают, кто где учится, и понимают, что они могут друг другу помочь. В этот раз на встречу пришло около 60 человек, среди студентов и Саины Челык. Девушка – будущий педагог. Еще в средней школе она решила поступать в московский вуз и успешно прошла все испытания. Поступила я для того, чтобы набраться знаний, увидеть столицу, прочувствовать, каково это жить в другом городе. И что по поводу проводимого мероприятия сегодня, я очень рада, что наше молодое сообщество вместе сплоченно взаимодействует между собой, проводит такие мероприятия. Это очень классно. На встречу пришли и бывшие студенты центровузов из Якутии, которые остались в столице после обучения. Они тоже решили поддержать первокурсников. У нас тоже есть свое сообщество, похожее на студенческое сообщество в городе Москве, Модайтал. Наше сообщество называется Якутия Про. Мы уже взрослые профессионалы и рады приветствовать наших земляков, наших детей в Москве. В течение года движение «Айтал» проводит различные мероприятия для студентов, и все первокурсники смогут стать частью этого большого сообщества, которое дает поддержку от малой родины. Максим Кардузу, Айтал Байтунов, Москва. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.